Ранняя теплая погода в республике способствовала тому, что и вредители растений появились раньше, сказала замначальника департамента ЖКХ администрации Сухума Елена Отепина. 15 апреля, получив сообщение от экологов об обнаружении огневки на самшитах, экстренно провели заседание рабочей группы в Госкомитете по экологии и охране природы. И уже на следующий день, 16 апреля, столичные службы приступили к обработке растений. Много лет у нас не было в городе, появилась огневка, которая может уничтожить наши красивые самшиты. У нас критическое положение, это у администрации президента и кабинета министров. Почему-то там вот такой прям большой очаг. Поэтому мы обработали. Через 10 дней повторное будет, потому что и там уже стадия гусениц, которые, понимаете, не так, может быть, лекарство где-то недостаточно попало, но уже отложили яйца. Поэтому вторым препаратом, такой есть препарат матч, будем вторым препаратом через 10 дней обрабатывать сплошной обработку, чтобы пропитать все это и сохранить нам. На сегодняшний день рабочие управления городским хозяйством администрации Сухума ведут профилактическую обработку кустов самшита в парке Славы, хотя там и не обнаружена огневка. Затем на очереди сквер у Госкомитета по репатриации и набережная. Елена Отепина обратилась к жителям частных домов и владельцам гостиниц и других объектов, которые высадили на прилегающей территории самшит, провести химическую обработку, чтобы не допустить распространения вредителей и не потерять декоративные растения. Хотелось бы обратиться и к частным домовладениям, и к юрлицам, юридическим лицам, которые гостиницы имеют, ну и другие объекты, где украшают, чтобы тоже серьезно отнеслись к этому и обязательно тоже провели какие-то химические обработки. Если мы сделаем в одном месте, но не сделаем в другом, то это, естественно, может повлиять на состояние всего зеленого фонда города. В парках Сухума проводится обработка инсектицидами и лавра благородного. На нем обнаружен вредитель японская восковая ложнощитовка. Карантинная служба тоже выявила вредителя, но лавр, он у нас более, такой долговечный, более выносливый, но тем не менее мы обрабатываем сейчас и его тоже, потому что у нас, если заметили, в парках очень много есть красивых кустов, шарообразных. Это все лавр благородный, как в нашем простонародье лаврушка. Но она очень красивая, декоративная, происхождение страна Япония. С 25 апреля в Сухуме приступают к лечению пальм. По словам замначальника департамента ЖКХ, учитывая прошлогодний опыт, лечение пальм дает большой положительный эффект. Если в самом начале, когда только выявили вредитель, погибли 18 пальм, то сейчас уже благодаря проведенным профилактическим мероприятиям удается сохранить жизнь растений, ни одной погибшей пальмы. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.